Анадырский морской порт. Первое судно в навигацию 2023. Называется Саспо-Адан. Холмск. Небо хмурое. Анадырский лиман тоже такой землянистый цвет. Сквозь тучи где-то проглядывает солнышко. На заднем плане мыс обсервации. Приходится и снимать ее, рулить. Первое судно в этом году. Привезли продукты, овощи, фрукты. Город Анадырь, Чукотский автономный округ. Город находится, расположен на горе Александра. Особо рассказывать нечего. Погода хмурится, ветер усиливается, хотя по прогнозу должен наоборот становиться меньше и рано утром, ночью должен быть штиль. Я так к морпорту близко подошел, но запрещено законом. За это штрафуют. Нельзя так близко подходить на маломерном судне. Да, постепенно цвет лимана меняется на стальной, холодный. А чуть позже, скорее всего, вообще серый будет. Ну, вот сейчас интернет в городе лучше. Значительно. Теперь можно и прямые трансляции проводить. Дома по улице Ленина. Слева темно-синий — это детский сад Парус. И памятное место, вот эта скала, мысок такой, первому ревкому Чукотки. Здесь захоронение братское. Едем мы с вами в сторону устья реки Казачка. Сейчас самая малая вода, я в речку войти не могу, поэтому приходится здесь
круги нарезать, ждать, когда вода подойдет. Ну, скорее всего, встану на якорь, да лягу спать. Да, Дмитрий, привет. Действительно, всем привет. Так. Это все дома по улице Ленина. К сожалению, очистных нету в городе сооружений, и вся канализация в лиман, в речку Казачку. Река уже за эти годы из-за этого обмелела. Все время просим почистить реку, а они нам говорят, река не рестовая, нельзя трогать ее. Надо снять с нее статус нерестовый, потому что не видно, чтобы там рыба не рестилась. Хотя, может, и не рестится, и нельзя, может, они и правы. Кто его знает. Но устье-то можно было почистить, углубить его. Перед нами памятник святителю Николаю Чудотворцу, расположен на мысу в устье реки Казачка. А за ним православный собор Святой Живоначальной Троицы. Правее это Дом культуры. Ну вот перед нами устье реки Казачка. На баржах затопленных рыбаки сидят с удочками. Клюет здесь корюшка, стежок, камбала, бычок. А эти затопленные суда волнореза не защищают берег от разрушения. Здесь сильные шторма бывают очень. И на этих островах кораблей любят гнездиться чайки. Здесь полно гнезд. Вот видно, они как раз сейчас высиживают яйца, и скоро будут птенцы уже. Это место за Гимсом. Берег здесь такой небольшая бухта такая. Баржи, катера причаливают. А это пирс города Анадыря. Сюда причаливает катер Камчатка, Сотников, пассажирские катера. Вот как раз по работе идет баржа. Куда-то пойдут. Что-то привезут откуда-то.
пойду я. Особо рассказывать-то нечего. Спасибо тем, кто смотрел. Всех благ вам. Здоровья, крепкого, отличного настроения. До новых встреч. Ну, вот зрители пишут комментарии, я прочитаю, не у всех есть возможность их посмотреть. Всем привет. В советское время лиман кишел кораблями разных марок и предназначения. Сейнеры, корабли у причалов и на рейде двигались непрерывно. Добрый вечер, Чукотка. Дмитрий, спасибо за видео. Класс, я даже слышу запах лимана. Спасибо за прогулку. А я только что зашел, жаль, что не успел. Ну, в другой раз. С вами сейчас подъехать к буксиру. Который перевозит уголь, который добывают в шахтах. Есть поселок угольные копи. И там под землей шахты большой протяженности, и на большой глубине они залегают. Я когда работал на телевидении, бывал, снимали репортаж про эти шахты. Так вот, этот буксир, он на такой специальной барже. И потом... Да, погода, кстати, портится. Ничего, немножко покачаетесь со мной. Так что правильно сделали, что не поехали. Как раз можно ощутить, каково здесь на Анадырском лимане на катере в непогоду. А вот было хорошо совсем 15-20 минут назад. И вот налетел шквалистый ветер. Небо посерело, гребни, волна до метра. В общем, непогода в прямом эфире.
укачивает, смотреть не рекомендуется. Опа. Так, умыло меня. Вот он, буксир «Восток», который буксирует баржу с углем. Сейчас на середине Анадырского лимана примерно. Волна разыгралась. Баню эту волну, пойдем туда, где волны нет, а это под берегом. Как бы то ни было, всегда, когда волна, неприятно. Сейчас отлив идет. Привет всем, кто едет сейчас в электричке из Москвы в Санкт-Петербург, я так понял. Как рада увидеть. Как будто сама там. Спасибо. Спасибо вам за отзывы.
Интернет у меня сейчас через Мегафон. Так, все, от волны мы убежали. Почему-то стабилизация не работает при трансляции на YouTube. Странная какая-то штука. Просто в камере работает, а через приложение YouTube не хочет. Ну все, где-нибудь здесь недалеко станем на якорь и будем ждать прилива. Сейчас в прошлом году завершили прокладку оптической линии, так что у нас сейчас интернет с миром через оптику. Великолепная скорость. Вот у меня дома сейчас 200 мегабит и пинг. Вот периодически в игру я играю в танки, бывает даже не ниже 50 миллисекунд бывает. Так что спутник это сейчас резерв, скорее всего, на всякий случай. Все, что шло на Анадырь через спутник, теперь пойдет на остальные села Чукотки. И у них сейчас будет лучший интернет за счет этого. Потому что Анадырь уже перешел все полностью на оптику. И сотовые операторы тоже. Мне так, по-моему, вообще в декабре подключили меня уже в прошлом. Так что красота. Опа. Можно еще пройтись вдоль города. А можно и прокатиться немножко с ветерком. В прямом эфире с Мариманом. Официальное название моего катера Мариман. Потому что я предполагал ходить по Беринговому морю, что я и делаю периодически. Вот сегодня должен был Беринговский уехать. Но вот погода не позволила. Ну и плюс там еще ледовая обстановка. Не весь лед еще выгнала. Так, дальше нам нельзя. Сейчас там будут, видимо, какие-то работы проводить в порту. Буксир не зря идет сюда. Ну вот как раз баржа, которая здесь стоит с углем, вот как раз буксир ее и притолкал сюда. Потом этот уголь разгружают, потом загружают в баржи, и этот уголь идет в села Чукотки. И часть угля идет на Анадырскую ТЭЦ. Анадырская ТЭЦ топится и на угле, и на газу на нашем чукотском.
затрудняюсь сказать. Градусов 7, наверное. Так, сейчас почитаю еще комментарии. Так, а у нас время сейчас 16 минут 9 вечера. Всем доброе утро, у кого утро, а у нас добрый вечер. Отлив идет. Анна Данилова нам привет передает от всех осеченских. Пламенный привет. И всем осеченцам большой привет. Большой чукотский. Хотел сказать теплый, но здесь такая холодина, так что холодный привет вам. Он же чукотский все-таки. Спасибо за водную экскурсию. Отец работал на буксире Толкача Север. Пожалуйста. Да, отлично, интернет. Словно с вами плаваем. Не верится, что это прямой эфир. А так далеко. О, за 1000 километров. Ну да, вам везет, у вас 28. А у нас плюс 7 с натяжкой. Еще вот 360 градусов сделаю и будем прощаться. Да, свое выращивают, например, в Марково, да, картошку, там, капусту. А вот белые даже умудряются арбуз вырастить. Но это не на продажу. Хотя вот марковчане, они и для себя, и на продажу делают. То есть они в город привозят. Или к ним можно съездить в Марково. Я вот, например, могу на катере к ним подняться и купить себе картошку нашу чукотскую. Ну, какими-то, я не знаю, особенностями вот по вкусовым качествам я что-то не заметил разницы с обычной картошкой, да, вот магазинной привозной. Поэтому, ну, приятно, что своя чукотская, да, поддержать своего производителя нашего чукотского. Что, эфир завершаю. Всем спасибо. Радостно было вас всех видеть, почитать комментарии. Рад, что вам понравилось. Приходите еще в гости. Спасибо, спасибо, спасибо. До новых встреч. Пока.
Арбузы в теплице, да. Они у себя дома выращивают, ну как дома, возле дома теплица, и в теплице выращивают, да. Гвоздь белый. Пока.